Здравствуйте, вас приветствует служба информации телеканал Архыз-24 в студии Азрет Аркена. Череда побед. Наши борцы-вольники привезли домой золото и серебро первенства Европы. Череда больших побед продолжается. Вслед за нашими самбистами, выигравшими 2 золота чемпионата Европы, свои имена в спортивную историю республики вписали и борцы-вольники. Амаль Кирейтов завоевал золотую медаль первенства Европы, а Денислам Хубиев стал серебряным призером этого турнира. Накануне вечером спортсмены вернулись в Карачаево-Черкесию, где их встречали как героев. Среди встречающих был и мой коллега Эрнест Чуков. Хорошая традиция зарождается. Еще буквально вчера здесь, на границе со Ставропольским краем, мы встречали победителей первенства чемпионата Европы по самбо Аскербея Гербекова и Азнаура Папшова. А уже сегодня встречаем триумфаторов первенства чемпионата Европы по вольной борьбе Денислама Хубиева и Амаля Кирейтова. Хорошая традиция. После недолгого ожидания белоснежный лимузин привез героев этого дня, спортсменов и их тренеров. Было заметно, что такое внимание их немного смутило. Впрочем, внимание к ребятам вполне заслужено. На первенстве Европы по вольной борьбе в Болгарии они в составе сборной России показали достойный результат. Амаль Кирейтов вихрем пронесся по соперникам, за весь турнир не отдав им ни одного балла. Сначала со счетом 10-0 повержен местный борец из Болгарии. Затем аналогично, без шансов, Амалю уступил соперник из Турции. А в финале Кирейтов играючи разобрался с оппонентом из Украины. 11-0 и золотая медаль победителя первенства Европы по праву на шею Кирейтова. Когда судья поднял руку, я просто как будто камень из души чуть освободился. А так все так же, ничего не изменилось. Эту победу хочу посвятить всем нагайцам, которые меня поддерживали, которые болели за меня. Всем огромное спасибо. И всей Карачаево-Черкесской республике большое спасибо за такую отличную поддержку. Самыми счастливыми в этот момент были, конечно, родители Амаля, Айдар и Эмма. Но сколько нервов они потратили, следя за выступлениями сына, знают только они. Вот столько, видите, следов, это все от этого. Каждую схватку смотрели от начала до конца. Болели, естественно, переживали. Ну, слава Аллаху, все хорошо прошло. Обрадовал очень нас. Все поддерживали, радовались. За то, что он выиграл, конечно. Меню будет большое. В первую очередь приготовим манты, наверное. То, что он любит. Не меньшее внимание было уделено еще одному триумфатору европейского первенства Денисламу Хубиеву. Его турнирный путь оказался гораздо тернистее. Сначала юный борец положил на то 6 соперника из Греции. Затем в упорной борьбе со счетом 10-8 одолел армянского оппонента. В третьей схватке Денислам за 30 секунд вынудил сдаться грузинского борца, а в полуфинале в тяжелейшей схватке с преимуществом в 2 балла выиграл у украинца. К сожалению, на финал у Денислама сил практически не осталось, и со счетом 4-2 он проиграл своему товарищу по сборной. Мне физики не хватило. И ошибки сделал некоторые. За счет этого проиграл. Немного отдохну после Европы. И потом опять начну работать. Моя главная цель – это Олимпийские игры по взрослым. И что это добиться, надо пахать. И будем пахать. Золото и серебро европейского первенства – это, несомненно, успех республиканской школы вольной борьбы. Я поздравляю Республику Карачаево-Черкесии с таким результатом. Сегодня 2 представителя Карачаево-Черкесии представляли сборную России на первенстве Европы. Амаль Кирейтов и Денислам Хубиев. Они поборолись прекрасно. Денислам уступил члену нашей сборной с минимальным счетом. А Кирейтов показал очень хорошую, зрелую борьбу, с чем я его поздравляю и желаю дальнейших успехов ему в этом виде спорта, чтобы он стал и чемпионом мира, и олимпийским чемпионом.
Большая заслуга в удачном выступлении наших ребят, конечно же, принадлежит их личным тренерам. Именно они ближе всего к спортсменам. Именно они знают, когда прикрикнуть, а когда поддержать. И именно они зачастую переживают больше самих борцов. Дай Аллах им здоровья, дай Аллах, чтобы они дальше еще так же тренировались. И мы их видели на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Я думаю, у нас за последние годы идет популяризация нашего вида спорта у нас в республике. И думаю, это, то есть шаг вперед, это уже для нас эта ступенька тоже прошла. И думаю, в дальнейшем это только будет, у нас будут олимпийские награды, иншаллах. Касаемо нас, мы будем все делать, стараться развивать, будем расти еще таких же чемпионов. Будем выкладываться дальше в своей работе. Теперь ребятам предстоит немного отдохнуть, а потом снова в зал. Ведь они хорошо знают, что путь к олимпийскому золоту лежит через пот и боль упорных тренировок.